Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые гости, преподаватели. Сегодня у нас очень значительное событие. Мы завершаем сегодня первый этап реализации нашего проекта «Речевая безопасность вуза. Воспитательные и правовые аспекты». Сегодня у нас студенческий форум, мы его назвали так, форум, поскольку это собрание представителей большого количества студентов, но мы же говорим о том, что мы в очно-заочном формате работаем. Сегодня здесь представители студенты с разных факультетов, со всех наших факультетов и институтов будут защищать свои проекты. Остальные студенты, которые участвовали в предыдущих сериях, тренингах, семинарах, они к нам подключаются дистанционно, и я надеюсь, это количество будет достаточно большое, чтобы аудитория у нас была намного активнее и интереснее и многочисленнее. Этот проект курирует Департамент по воспитательной работе и молодежной политике, который представляю я, директор департамента Михаил Алексеевич Фурунов. Мы с вами знакомились на первом открытии. Да? Вот. Кроме этого, наши партнеры – это научно-исследовательский центр духовного развития нашего университета, который представляет Мухиддинова Резида Рафитовна, пожалуйста, заместитель директора. Они тоже наши партнеры, наши кураторы. Они очень много сделали, этот центр, для того, чтобы было финансирование еще одного нашего партнера. Это фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Давайте им тоже поаплодируем, потому что они очень внимательно следят за реализацией не только нашего проекта, но и других, которые финансируются университетом, и очень ждут хороших результатов. А результаты, я надеюсь, будут сегодня представлены очень отличные. Кроме этого, сегодня здесь присутствуют ваши тренеры, тьюторы, преподаватели. Это руководитель проекта Елена Евгеньевна Хазимуллина. Вы ее знаете прекрасно, вы с ней работали. Ну и преподаватели, которые тоже вместе в ее команде долгие годы работают, Юлия Сергеевна Фомина и Екатерина Алексеевна Плеханова. Кроме этого, я рад представить ваших наставников, старших на факультетах и институтах. Это заместители директоров по воспитательной работе. Они сегодня здесь, но постоянно были с вами и на связи с нами, потому что обеспечивали не только ваше участие, но обеспечивали ваш интерес, освобождение от занятий, то есть тоже непосредственно курировали этот проект. Вот команда наша сегодня собралась такая, и, как мы договаривались, прежде чем перейти к защите наших проектов, несколько слов Елене Евгеньевне. Ну да. Ну и в конце тоже самое будет, просто перед началом. Мне прошу для сегодня наше мероприятие – это обсуждение проблем, которые были поставлены изначально в этом проекте. Эта тема нам стала близко, потому что мы работали с вами в октябре, заканчиваем эту программу. Каждый из вас выступит сейчас со своим проектом, и я надеюсь, будет о чем подумать и что обсудить. Этот проект родился не случайно. И если говорить об истории возникновения этой идеи, то она родилась из нашей секретно-политических экспертиз. Я считаю, что бороться с экстремизмом можно по-разному. Можно наказывать людей, да, за то, что они совершили преступление, это законный путь. А можно созидать будущее, как мы делаем это с вами сейчас, получая образование, формируя полезные навыки, распознавание деструктивных явлений, манипуляции, обучая контрманипуляции. В общем, с вами мы занимались эти 2 месяца. Я надеюсь, эта программа придаст вам импульс, чтобы двигаться дальше, развиваться, сформировать себя как профессионалов. И потом, когда вы будете работать с педагогами, вы сможете влиять на будущее непосредственно, созидая его. Это наш слоган университета. И мне очень нравится. По ним прошли все наши образовательные мероприятия. Давайте вместе сегодня еще раз будем думать о нашем лучшем будущем. Созидать. Спасибо, Елена Евгеньевна. Напоминаю еще 2 вещи. Первое – это то, что мы работаем в прямом эфире, и нужно обязательно с микрофоном.
защиту проектов, кто будет выходить на защиту. И давайте перейдем к обсуждению. Самое интересное нас ждет впереди. Первые ребята у нас записались. Это естественно-географический факультет, речевые конфликты в виртуальном мире. Чувствуем себя свободно, раскованно и уверенно. Мы хотим рассказать о речевой безопасности в виртуальном мире, а именно в интернете. Думаю, многим известно, что такое конфликт и каковы его причины возникновения. Давайте вспомним определение слова «конфликт». Конфликт — это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящих за рамки правил и норм. На экране мы можем увидеть более сжатое определение данного нашего определения. Причины конфликтов могут быть личностными, объективными, социально-психологическими и организационно-управленческими. Речевая агрессия в сети интернета и реальной жизни проявляется по-разному. Во многом это объясняется отсутствием одних факторов и наличием других. В сети, как мы знаем, нет возможности устанавливать зрительный контакт, выражать свое мнение с помощью жестов, мимики или изменения интонации, повышения либо понижения голоса. Но при этом невербальные средства общения стали заменять смайлы или картинки, которые разгуливают по сети интернет. Также многие пользователи умудрились благодаря заглавным буквам выражать свое повышение тона, либо даже переходить на крик. Рассмотрим особенности проявления речевой агрессии в интернет-коммуникации. Первое – это «ты-номинация». Второе – это негативная номинация адресатов, то есть это обзывательство в открытом смысле. Третье – активное использование негативно окрашенной просторечной лексики. Четвертое – это использование определенных речевых жанров, то есть это оценочные и модальные высказывания, риторические вопросы, которые маскируют угрозу и призывают к открытым действиям. Пятое – генерализация и вынос себя за скобки. Чтобы было понятнее, пример: «Никто не прав, прав только я». Выделяется несколько причин появления агрессивного речевого поведения в интернете. Одной из таких причин является анонимность, то есть невозможность быть узнанным в просторах интернет. Первое, что мы можем выделить, это социальная анонимность. Она предполагает отсутствие вербальной коммуникации, визуальной идентификации личности, а также возможность услышать голос нашего собеседника. Второе – это техническая анонимность. Она позволяет скрыть наше имя, адрес, IP-адрес и скрыть нашу личную информацию. Вторая причина проявления агрессии менее очевидна, но научно доказана и объясняется существованием так называемого социального моделирования. Социальное моделирование – это своего рода повторение модели поведения, уже существующей в какой-либо среде. Например, пользователь, который видит несколько негативных комментариев к статье, в большей вероятностью повторит данную модель поведения в своем комментарии, чем в случае, когда комментарии нейтральные или положительные. Проще говоря, если под роликом YouTube или статьей на сайте первые 10 комментариев имеют негативный характер, то 11-й пользователь с высокой долей вероятности также оставит негативный отзыв. Связано это с тем, что человек на подсознательном уровне не хочет быть белой вороной и накликать на себя критику инакомыслящих. И последняя, но не по значимости причина – это феномен флейма, который можно определить как особый вид речевого конфликта, возникающий в виртуальном пространстве. В процессе дискуссии, иначе говоря, спор возникает ради спора. В основе этого феномена лежит процесс полемики, итоговой целью которого становится стремление оппонентов переспорить друг друга. То есть, иными словами, наш оппонент просто получает удовольствие от нашего спора.
Хочется отметить, что уйти от конфликта в интернете кажется несложно. Можно заблокировать пользователя или просто перестать отвечать ему. Но если вы человек совестливый и любите заканчивать коммуникацию на высокой ноте, то имейте в виду, что в случае с проявлением феномена флейма сделать это будет невозможно, потому что люди, использующие этот прием, обязательно найдут, за что уцепиться на вашей странице. И в завершение нашего доклада отметим, что речевая безопасность в виртуальном мире должна быть близка к каждому пользователю интернет-пространства, и хотим поблагодарить вас за внимание. Спасибо, Катя, спасибо, Александра. Очень интересно. Первым немножко сложновато, поэтому следующая тема для обсуждения — буллинг и кибербуллинг. Способы противодействия. Институт физической культуры. Здравствуйте! Я расскажу вам про буллинг и кибербуллинг, а также про способы противодействия им. Что же такое буллинг? Буллинг — это целенаправленное агрессивное преследование одного человека другим или другими. Оно может выражаться по-разному, от непристойных шуток и оскорблений вплоть до избиения. Участниками буллинга могут быть такие лица, как защитник. Это сам буллер. Это человек, который преследует и запугивает жертву. Жертва — это человек, который подвергается насилию. Сторонник буллера — это человек, который находится на стороне агрессора. Он не участвует в издевательствах, но и не препятствует им. Наблюдатель — человек, который знает детали агрессивного взаимодействия, но при этом соблюдает нейтралитет. И защитник — это человек, который находится на стороне жертвы и пытается оградить ее от агрессии. На слайде представлены статистические данные ЮНЕСКО относительно школьников, которые страдают от буллинга. Можете обратить внимание, что по результатам исследования в России буллингу подвержены 40,5% девочек и 45,1% мальчиков. При этом самый проблемный возраст считается от 9 до 11 лет, и в этот период от нападок страдают почти 50% детей. Как бороться? Виды буллинга. Эмоциональное насилие. Оно вызывает у жертвы эмоциональное напряжение и снижает самооценку. В этом случае оружием служит голос. То есть это разные насмешки, унижения в присутствии других людей и так далее. Физическое насилие – это применение физической силы, избиение, нанесение удара или причинение физической травмы. Этот вид, он больше относится к лицам мужского пола. Экономическое насилие. Оно предполагает использование денег для контролирования другого лица. От жертвы требуют деньги и угрожают, если она не отдает их немедленно. И кибербуллинг – это интернет-травля. Оскорбления или угрозы, которые высказывают жертве с помощью средств электронной коммуникации, в частности, сообщений в социальных сетях, электронных писем и СМС. Как бороться с буллингом? Сперва нужно признать проблему. Нужно рассказать о этой проблеме человеку, с которым сложились доверительные отношения. Далее нужно определить, какие реакции от вас ждет агрессор, и не давать ему этих реакций, чтобы он не смог управлять вашими чувствами. И также стоит научиться говорить «нет», потому что чаще всего агрессору нужно всего лишь раз получить отпор. Противодействие кибербуллингу. Скрыть свою страницу в соцсетях. Если есть такая возможность, нужно сделать свой аккаунт приватным и общаться исключительно только с теми, с кем вы знакомы лично, в реальной жизни.
Также можно заблокировать буллеров и сообщить администрации ресурса. Нужно добавить в черный список агрессора и сообщить администратору, пожаловаться на его аккаунт, и он больше не сможет оскорблять других участников группы. И никогда не стоит отвечать на буллинг, не стоит мстить обидчику, не стоит отправлять ответные оскорбительные сообщения, потому что это может в будущем усугубить ситуацию. Какие меры профилактики буллинга и кибербуллинга есть в образовательных учреждениях? Можно проводить профилактические беседы, классные и кураторские часы. Также можно формировать уважительные отношения среди учащихся. Можно морально поддерживать учащихся. Сотрудничество с педагогом, психологом и социальным педагогом, а также совет по профилактике буллинга. У меня все. Спасибо за внимание. Настя, спасибо большое. Ты сегодня защищала однопроект, поэтому молодец. Идем дальше. Работаем дальше. Следующая наша тема – толерантность как основа взаимодействия в поликультурном социуме. Какая сложная тема. Но это ИФОМ, Институт филологического образования, они у нас специалисты в этом направлении, я так понимаю. Пожалуйста, девочки. Добрый день. Здравствуйте. Так, назад. Тема нашего сегодняшнего проекта, как уже было сказано, это толерантность как основа взаимодействия в поликультурном социуме. Итак, мы начинаем. Начнем мы с определения, что же такое поликультурное образовательное пространство. Это среда, в которой объединены учащиеся различной этнолингвистической, религиозной и социально-экономической принадлежности. Чтобы было понятнее, смоделируем ситуацию. Представьте наш вуз. В стенах нашего университета обучаются представители самых разных национальностей, религий, социальных групп. Поликультурное образовательное пространство дает нам возможность плодотворно взаимодействовать с разными этническими культурами и обеспечивает освоение национальных и общечеловеческих ценностей. Основными принципами поликультурного образовательного пространства являются принцип целостности, который заключается в единстве процессов обучения, воспитания и развития. То есть программы для определенных групп населения или социальных групп и религиозных не отличаются. Все обучаются по определенным образовательным стандартам. Приведу личный пример. В моей группе обучаются 2 иностранца, и получают они знания наравне с остальными ребятами. Принцип индивидуализации заключается в развитии индивидуальных качеств человека. Принцип открытости. Кратко говоря, происходит процесс расширения границ мышления человека. Данные принципы культурного этнического самосознания не допускают оторванность от других народов, то есть образование становится общедоступным. Итак, основным компонентом поликультурного пространства является толерантность. У данного феномена есть множество определений, и главные их черты – это проявление свободы человека, это нацеленность на диалог и терпимость к чужому. Итак, толерантность является индикатором освоения, толерантность является индикатором сплочения коллектива и общества, так как решает важные национальные и этнические проблемы. И таким образом толерантность способствует формированию сплоченного и гармоничного общества. Как развить в себе толерантность? Первое – это иметь мотивацию для развития толерантности, осознать необходимость толерантного поведения. Далее, напомнить себе о том, что вы находитесь в безопасности, так как ксенофобия, противовес толерантности, проявляется обычно, когда человек чувствует себя ущемленным. И далее, говорить за себя. Не переходить на личности в диалоге и не оскорблять собеседника, контролировать свои эмоции. Искать точки соприкосновения, отслеживать свои реакции, мысли и телодвижения в ходе диалога. А теперь для сплочения присутствующих маленькое задание. Все, кто сидит один, пожалуйста, подсядьте к кому-нибудь, чтобы у вас была хоть какая-то группа. Задание максимально простое.
Начинаем мы слева и скажите соседу справа какой-нибудь комплимент. И по цепочке. Давайте, чтобы все получили комплименты. Хорошо, все получили комплименты? Эрнест, можно зал показать, как зал работает? Я надеюсь, что все получили комплименты. А следующее наше задание — это что-то хорошее своему соседу. Слева. Да? Например, я Инзеле желаю хорошего дня. А ты прекрасно выглядишь. Что ж, я думаю, каждый получил кусочек своего внимания. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Это у нас были Инзеля и Анастасия. Спасибо большое, девочки. Очень интересно и увлекательно, и оживленно. Так, дальше работаем. Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Меры защиты молодежи от влияния идеологии экстремизма и терроризма. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кулимбетова Алсу. Меня зовут Султанбаева Лидия. И мы хотели бы вам представить свой проект на тему «Меры защиты молодежи от влияния идеологии экстремизма и терроризма». Важнейшим условием повышения эффективности противодействия терроризму и экстремизму является общегосударственная комплексная программа, которая включает в себя не только правоохранительный, но и политический, социальный, экономический, правовой и другие аспекты. И главной задачей этой программы является устранение социальных условий, способствующих развитию экстремизма и терроризма, а также постоянный мониторинг текущего состояния и прогнозирование его динамики. Также отметим, что безопасность жизнедеятельности человека во многом зависит от его мировоззрения и от того, в ком он видит своих единомышленников. И очень опасно не понимать, что противопоставление себя и своих взглядов окружающему миру может спровоцировать неблагоприятные и даже опасные жизненные ситуации. Такая позиция зачастую приводит человека в протестные движения, группы и формирования, которые враждебны социуму и используют для достижения своих целей асоциальные методы. И эти протестные организации почти всегда носят экстремистский характер. Также отметим, что существуют разные виды экстремизма, но отметим, что все движения, организации и объединения, которые пропагандируют ненависть и ксенофобию, сегодня рассматриваются в России как экстремистские. И работа с общественными объединениями, в том числе и молодежными, одно из важных направлений деятельности по противодействию экстремизму. Опасность экстремизма заключается не только в вовлечении людей в преступную экстремистскую деятельность, но и в негативном действии на человека и на формирование его личности. Также отметим, что сегодня одним из важнейших направлений противодействия экстремизму в Российской Федерации является именно его профилактика. В обязанности государства входит не только создание условий для нормального функционирования общественных, в том числе молодежных организаций, и сотрудничества с ними. Его обязанностью также является и осуществление постоянного надзора и контроля за деятельностью общественных объединений и организаций во избежание развития среди них течений антигосударственной, антисоциальной и экстремистской направленности. Для этого необходимо своевременное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных организаций. Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах. Первое — это признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, законность, гласность, приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации, приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремизму, неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. Противодействие экстремистской деятельности должно быть комплексным, то есть ориентированным на пресечение преступлений не только уголовно-правовыми, но и предупредительно-профилактическими мерами.
Одними только запретами и карательными мерами экстремизм нельзя искоренить. Поэтому предупреждение экстремизма путем использования возможностей всех государственных структур и общественных объединений должно стать приоритетным направлением работы в данной сфере. В настоящее время членами неформальных молодежных организаций экстремистско-националистической направленности обычно становятся молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. По статистике, большинство этих преступлений совершается именно несовершеннолетними. В целях пресечения роста экстремистской преступности в Российской Федерации и обуздания криминальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних путем проведения воспитательно-профилактического характера уже со школьной скамьи. Подобная работа и ведется в вузах. Спасибо, у нас все. Спасибо, девочки. Молодцы. Микрофончик оставляем. Идем дальше. Хочется отметить то, что вы соблюдаете регламент очень тщательно, и все выступающие очень тщательно подготовились, очень основательно. Поэтому мы с удовольствием вас слушаем. Дальше у нас факультет башкирской филологии. Социальная взаимопомощь как средство профилактики деструктивных явлений. Девочки, пожалуйста. Здравствуйте, мы студенты факультета башкирской филологии, и сегодня мы представим вам тему «Социальная взаимопомощь как средство профилактики деструктивных явлений». По данной теме обратимся к терминам. Деструктивное поведение – это разрушающее поведение, к которому относится употребление алкоголя и наркотиков, враждебность в общении, агрессия, суицидальное поведение. Суицидальное поведение рассматривается как проявление суицидальной активности в виде мыслей, намерений, высказываний, угроз, попыток. Суицидальная попытка – это целенаправленная попытка самоубийства, не заканчивающаяся смертью. Обратите внимание на слайды. Также 80% случаев деструктивного поведения обусловлено сложным отношением в семье, утрата взаимопонимания с одним или обоими родителями, распад семьи, социальное сиротство. Случаи, на которые необходимо обратить внимание. Высказывания о тяжелой жизни, внезапные перемены в поведении, возбуждение и упадок, замкнутость и открытость, сдержанность и болтливость, резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, беспричинные слезы, медленная и маловыразительная речь. Сейчас мы поговорим об ответственных родителях. Ответственные родители, они обнаруживают свое несовершенство перед детьми, они придерживаются реалистических стандартов как для себя, так и для детей. Они не упускают из вида свои сильные стороны, свои реальные достоинства, свои хорошие поступки. Они убеждены, что они не лучше и не выше, чем их дети, но и не ниже и не хуже. Руководящий принцип семьи – это взаимное уважение. Если замечена склонность к деструктивности, родителям нужно сохранять в семье доверительную атмосферу, рассказывать своему ребенку о своих чувствах, о своих неудачах. Конечно же, внимательно выслушать своего ребенка о его проблемах и приложить все усилия, чтобы понять проблему, оценить серьезность намерений и чувств, внимательно отнестись ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Постараться взглянуть на ситуацию с глазами ребенка и принять сторону ребенка обязательно. Предотвращение последствий деструктивности складывается из, самое главное, это гармоничное отношение в семье и правильное воспитание, активное участие родителей в жизни детей, умение их слушать и понимать. Но, конечно же, этого иногда оказывается недостаточно, и приходится обращаться к специалистам, но важно понимать, что просьба о помощи – это первый шаг к ее получению. Спасибо за внимание. Девочки, спасибо. Это у нас были Арина и Азалия. Правильно? Молодцы, спасибо. Идем дальше. Факультет психологии. Манипулятивные инструменты распространения информации. Я правильно читаю?
Ударение правильно поставил? Да. Подсказывает, да. Здравствуйте. Не работает. О, все, спасибо. Все, спасибо. Не секрет, что средства массовой информации имеют силу и возможность управлять сознанием общества в той или иной мере. Вся суть в том, что обществом в целом управлять проще, чем отдельно взятым человеком. Важно упомянуть, что манипуляция, манипулирование — это не всегда что-то насильственное, что-то агрессивное, направленное именно на причинение вреда. Чаще всего оно использует фильтрацию восприятия и формирование определенного мнения. Грубо говоря, отбор событий для освещения и привлечения внимания к проблемам. Очевидно, только та проблема, которая освещена СМИ, поддаст согласке. То есть, какую рыбу рыбак выудил из реки, той он и хвастается. Далее. Фабрикация фактов. Грубо говоря, прямая ложь. Используется там, где в обществе не принято мыслить критически, проверять на вшивость. Принцип демократии шума. Прием заключается в утоплении важной, но, скажем так, неудобной информации, которую не умолчать, но и говорить не особо-то и хочется. В беспорядочном потоке бессмысленной и неважной информации. Спасибо большое. Серая пропаганда. Пропаганда, которая не идентифицирует свой источник, чаще всего специально, намеренно. То есть он как бы есть, но ссылается на какого-то там верховного губернатора с его верховными идеями, которые будут актуальны всегда. Следующий фактор серой пропаганды — это использование слухов, но здесь отличительная черта такова, что источника как такового нет. Спасибо. Далее это повторение. Главный метод закрепления нужных стереотипов, один из таких главных факторов пропаганды, закрепление какого-то образа, который впоследствии становится человеком, как бы он воспринимает его как свое собственное сформированное мышление. Далее дробление. Здесь идет подача информации какими-то кусочками, которые в итоге не имеют ни одного шанса, чтобы восприняться целостно, ни как-то осмыслиться. Далее срочность и сенсационность. Они идут вместе, несмотря на то, что здесь они у меня представлены раздельно. Но срочность как бы придает сообщению характер неотложности, незамедлительности, а сенсация позволяет дробить информацию опять-таки так, чтобы аудитория не получила полного и целостного знания о проблеме. Иными словами, информация вспыхивает и угасает громко и ярко, как фейерверк. Процент достоверности часто опущен. Манипулятивная семантика или использование слов, относящихся к основным ценностям общества. Метод состоит в использовании эмоционально окрашенных слов, которые тесно связаны с основными ценностями, мнениями общества и являются убедительными без дополнительной информации. Я нажимала, не реагирует, видимо. Создание образа коллективного врага. Цель приема — отвлечь внимание масс от насущных проблем. Манипуляция посредством воздействия на эмоции. В настоящий момент получила распространение для нужд воздействия на общественное мнение, разработки сфер психолингвистики, нейролингвистического программирования, психологии восприятия. Эти воздействия рассчитаны в основном на подсознательное восприятие. Далее использование пугающих тем и сообщений. Здесь можно разделить на 3 пункта, 3 этапа, скажем так. Первое — это угроза, то есть предоставить угрозу так, как реальную, важную. Далее, как предоставить аргументы, какие-то способы, как избежать эту угрозу. Важно предложить четкие и простые инструкции, чтобы сразу было понятно. Третье — уверенность аудитории. То есть аудитория должна быть не только уверена в реальности этой проблемы, но и в адекватности ее решения и эффективность, соответственно. Ну и последнее, что это упомянуть, не менее важно, это использование фактора юмора. По своей природе юмор предполагает ту или иную нестандартную ситуацию или нестандартный взгляд какого-либо человека на сложившееся. Также важно, что юмор связан с возникновением положительных эмоций. У меня все. Спасибо. Аделия, да? Я правильно? Аделия? Динара. Аделия не пришла, Динара выступала. Факультет психологии был, это была Динара.
Так что очень приятно, мы движемся в соответствии с нашим регламентом. Молодцы, ребята. Следующий у нас художественно-графический факультет. Роль позитивного контента в противодействии идеологии, экстремизма и терроризма. Девочки, пожалуйста. Да. Мы студенты художественно-графического факультета, и сегодня мы с вами хотим обсудить тему «Роль позитивного контента в противодействии идеологии экстремизма и терроризма». Проблема экстремизма и терроризма носит общемировой характер. Особое внимание модераторами террористических сайтов в интернете уделяется молодежи, в особенности несовершеннолетними. Актуализируется необходимость использования современных технологий для распространения альтернативной информации среди молодежи, которая бы не рекламировала радикализм, агрессию, негативные проявления, а содержала позитивные ценности и правильные стратегии поведения для детей и молодежи. Также предоставляется необходимое и постоянное совершенствование мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму. В качестве основных целей таких мероприятий должны выступать содействие проведению политики государства в сфере профилактики экстремизма и терроризма, а также оптимизация комплекса профилактических мероприятий. Итак, если мы говорим о контенте, первый момент, который мы должны рассмотреть, естественно, это речевая безопасность, потому что контент включает в себя не только визуальную часть, но и речь, слова. И здесь есть 3 вектора, которые мы должны рассматривать как цели нашей деятельности. Первая цель — это противодействие угрозам распространения и пагубного воздействия на адресата негативной информации. Второй вектор — это исключение фактов манипулятивного воздействия с целью побуждения адресата к противоправным действиям. И третье — устранение явлений речевой агрессии. Неточный выбор слова включает в себя: первое, он затрудняет восприятие смысла, и второе, нарушает сочетаемость, меняет значение. Одной из причин социальных и профессиональных рисков в общении является неправильной, не соответствующая коммуникативным намерениям автора интерпретация адресатом информации, либо неточность, неопределенность самого высказывания. Причины непонимания или неправильного понимания авторской мысли многообразны и касаются разных аспектов коммуникации. Таким образом, они могут быть обусловлены недостаточной степенью коммуникативной компетентности автора, например, неудачным выбором языковых средств при передаче конкретного сообщения. Важнейшей мерой противодействия идеологии экстремизма и терроризма является создание позитивных материалов, которые выполняют функцию контрпропаганды. О чем могли бы читать и слышать студенты и учащаяся молодежь? О возможностях и способах реализации потенциала личности в условиях современного мира, о ценностях, которые объединяют людей. Это, например, творчество, здоровый образ жизни, красота природы, произведение искусства, созидание будущего нашей планеты. Воздействие интернета является на умы молодых поколений, не определившихся с жизненными приоритетами, а также чьи жизненные ценности и установки еще не сформированы, характеризуются серьезными последствиями. В процессе информационной социализации, когда образцы поведения, психологические установки, социальные нормы, ценности, знания и навыки усваиваются индивидом из информационного пространства. У подростков с самого детства уже происходит диссоциативное расстройство идентичности на человека реального и виртуального. Это приводит к тому, что в настоящем мире им становится неинтересно и сложно жить. В виртуальном же пространстве им проще быть в центре внимания, иметь огромное количество друзей и высказывать мнение свободно. Они становятся наиболее подходящей аудиторией для вербовки. Отсутствие критического подхода к восприятию, клиповое мышление, неумение анализировать информацию служат дополнительными факторами вовлечения в запрещенные деструктивные сообщества. Особое место уделяется визуальным материалам, как эффективному инструменту идеологической работы и способу подачи информации для современной молодежи, отличающейся клиповым мышлением, воспитанной и живущей в рамках экранной культуры. Необходимо вести целенаправленную работу по созданию и распространению позитивного контента. Молодежное информационное поле нуждается в насыщении грамотно поданными визуальными материалами. Как могут выглядеть эти материалы, то есть позитивный контент? Это короткие видеоролики с элементами сторителлинга, это какие-то комиксы, мемы, аниме, музыка, которая популярна среди молодежи. Но следует учитывать то, что у каждого подростка есть свой фильтр, когда он воспринимает информацию. И поэтому все эти видеоролики,
комиксы, аниме, музыка, все то, о чем мы сейчас говорим, должны быть направлены именно на то, чтобы преподать такие мысли о дружбе, например, о любви, о семье, нести какие-то ценности, которые важны для нашего общества. У нас все. Спасибо за внимание. Спасибо, девочки. Молодцы. Это была Наташа и Дилара. Так? Здесь я не ошибся. Работаем дальше. И Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Вот, наконец-то мы дождались парней. Сейчас послушаем, что они нам приготовили. Пожалуйста, ребята, маски снимаем. Разрешается без масок. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы студенты Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий и хотели бы разобрать тему возможности науки в социальном мире. Сейчас как тут? Не работает? Я просто разбираться. Возможности науки в массовом просвещении. Популяризация науки – это процесс распространения научных знаний в современной и доступной форме для широкого круга людей. Проблема науки. Нехватка финансирования на научные исследования. Все мы знаем, что без финансирования невозможно какие-то разработки. Те же самые клинические испытания. А финансирование в науку, в развитие науки не всегда оправдывает себя в конце финансово. А если оправдывает, то очень длительное время. Но вклад в науку финансовый очень необходим. Потому что, как мы знаем, мы живем в век бюрократии, и без финансов нету прогресса. Отсутствие информационного взаимодействия внутри научной среды или между группами. Зачастую возникает ситуация, что руководители лабораторий вузов даже не знают, что в их лабораториях проходят параллельные исследования. И в целом научное сообщество не очень сильно научное сообщество не очень сильно связывается между собой. То есть проблема именно связи между учеными, кооперирования. И несовершенство информационных фильтров для отделения правдивых фактов от ложных. Все слышали выражение «британские ученые», да? Я думаю, это у многих ассоциируется с каким-то новым, извините, бредом. Дело в том, что не хватает у источников информации не хватает нужного количества фильтров, чтобы информация, которая доходит до нас с вами, отфильтровывалась и убиралась всякая дезинформация, убиралась шуточная информация, доходили только факты. Мы живем в информационный век, век так называемой постправды, и одна из ключевых важных вещей – это доверие к информации. А к науке до сих пор, слава богу, осталось большое доверие. Но случаются и такие казусы. Да, действительно. Как же решать эти проблемы? Расширение связей между образовательными и научными структурами. Дело в том, что в России сейчас большинство юных студентов, большинство молодежи считает, честно говоря, науку не самым перспективным направлением. И образуется нехватка кадров. И возможность поддерживать искусственную конкуренцию не такая большая. Поэтому бытует мнение, что стоит скооперироваться. Научному сообществу стоит скооперироваться, стоит обмениваться данными, стоит вместе расширяться, развиваться. Да, точно.
Обучение нового поколения науки. Это внизу. А, ты среди не прочитал. Ладно, науку следует вводить, чтобы популяризировать науку, ее следует вводить еще с школьных лет. Очень активно и современно, потому что этого порой очень не хватает. Также стоит расширить научное сообщество в вузах, стоит больше акцентироваться на тем, чтобы заинтересовывать студентов в научно-исследовательских работах. Также больше поощрения, чтобы науку развивать, потому что наш информационный век, наука — это один из ключевых факторов, влияющий на дальнейшее развитие и уровень жизни. Роль науки и образования в современном обществе разделяется на 4 функции. Это познавательная функция, мировоззренческая функция, производственная технико-технологическая функция и культурная образовательная функция. Ну, будет неправильно не затронуть этот раздел «Молодежь и наука». Как вообще связать молодежь и науку в современном мире? Есть несколько решений. Это привлечение учащихся к научной деятельности с первых курсов, то, что Илья отметил. Программа обучения, направленная на развитие индивидуальных интересов и талантов учащихся. Научная тема, над которой студенту будет интересно работать, и практическая занятость научно-исследовательской работой. Ну, вообще, действительно, студентов следует заинтересовывать в науке еще с самых первых курсов. И на протяжении всего обучения должна быть желательно, чтобы была определена цель направления исследовательской работы, чтобы студент работал над одним проектом всю учебную деятельность, а не так от одного к другому скакал. Это куда повысит эффективность и заинтересованность. Плюс также должны выбираться направления, вполне осуществимые, которые вполне можно попробовать, где можно провести эксперименты, что имеет реальную ценность в жизни. Да, это было все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, ребята. Это были Руслан и Илья. Подняли очень серьезную тему. Это уже не проект, это научное исследование. Небольшое такое, маленькое, но тем не менее серьезные вопросы они там стали. Будем считать, что те вопросы, которые они поднимали при общении студентов с первого курса к науке, уже началось у них. Поэтому результат есть. А если говорить серьезно, комментируя вот эту тему, то в нашем университете очень много делается для того, чтобы объединить учебный процесс и науку. Вы сами это, если не заметили, то, по крайней мере, можете наблюдать, когда вот пройдете обучение первого курса, как многое меняется, и визуально вы видите вот на нашей улице Октябрьской революции, где у нас первый корпус, идет активно завершение создания нашего технопарка, где уже преподавание вас, как будущих педагогов, как будущих специалистов, будет основано на современных достижениях науки. Там будет и современное оборудование, то есть и обращаюсь к аудитории, которая сейчас подключается, которая слушает, то есть у нас и у вас будут большие возможности, намного большие и интересные во владении всеми способами, методиками вашей профессиональной. Потому что разъединить вот эти две вещи нельзя. Уже сейчас. Раньше, да, когда мы учились, да, можно было. То есть педагог, учитель, это был практик, это был человек, который на своем опыте воспитывал, давал знания молодежи. А сейчас, вот в нынешний век, отстраниться, просто быть передатчиком знаний невозможно. Нужно уже быть глубоко, скажем, мыслящим человеком и способным, и умеющим анализировать ситуацию и
постигать научные методы какие-то. Без этого невозможно. Вот что вас ждет, к счастью или к радости, я или не знаю, но это достаточно сложный и тому, кому это интересно, интересный процесс. Поэтому мы завершаем. У нас последняя тема. Девочки, прям как на свадьбе у нас. Прям все у нас складывается хорошо. Преемственность традиций конструктивного общения в институтах социализации, Институт педагогики. Давайте поприветствуем. Не обиделись? Нет, все нормально? Хорошо. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Инесса, а это София. И вместе с вами мы сегодня рассмотрим тему преемственности традиций конструктивного общения в институтах социализации. Что такое институт социализации? Это социальная группа, находясь в которой человек ускоряет прогресс интеграции в социальную среду. Основными институтами социализации являются семья, дошкольные учреждения, школа, неформальные объединения, вуз, производственные коллективы. Такие институты представляют собой общности людей, в которых протекает процесс социализации человека. Важными элементами конструктивного общения является речевая культура. В то же время речевая культура – это компонент духовной культуры отдельного человека и всего общества. Из всего многообразия проявлений культуры именно она является наиболее заметной для окружающих. Потому каждый человек, и в особенности, если он образованный, должен уметь ясно выражать свои мысли и конструктивно выстраивать взаимодействие с другими людьми. Культура речи – это такая организация языковых средств, которая при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяет обеспечить наибольший эффект достижения поставленных коммуникативных задач. Культура речи предполагает умение говорить правильно, уместно и выразительно в различных условиях общения. Наша речь должна соответствовать следующим коммуникативным качествам. Правильность речи – это ее соответствие принято литературно-языковым нормам. Заглянуть в словарь перед выступлением так же обязательно, как посмотреть в зеркало перед выходом на улицу. Точность речи связана с употреблением слов в тех значениях, которые закреплены за ними в языке. Ясность речи предполагает ее доступность для понимания слушающего. Говори так, чтобы тебя понимали. Логичность – это соответствие речи знакам логики. Небрежность в создании текста нередко обуславливается нечеткостью мышления. Простота речи, то есть ее безыскусственность, естественность, отсутствие вычурности. За напыщенностью и неестественностью фраз может скрываться пустота их содержания. Краткость речи означает, что говорящий не злоупотребляет временем и терпением слушателя. Точно и кратко излагать суть дела – ценное умение. Доступность речи требует от выступающего передавать свои мысли просто и доходчиво. Конкретность речи придает примеры, которые могут быть краткими или подробными, фактическими или предположительными, шуточными или серьезными. Богатство речи обусловлено разнообразием используемых в ней языковых средств, слов, словосочетаний, синтаксических конструкций. Чистота речи связана с устранением из нее нелитературных слов, например, жаргонных, вульгарных, употребляемых без особой необходимости, в то же время иностранных слов, имеющих равнозначные русские синонимы. Живость речи предполагает ее выразительность, образность, эмоциональность и отсутствие в ней шаблонов. Всеми этими качествами человек овладевает постепенно в процессе своей социализации в семье, в образовательных и воспитательных учреждениях. Умение оптимально подбирать языковые средства в различных ситуациях и условиях общения, конструктивно взаимодействовать крайне важно. От этого зависит наш личный и профессиональный успех. Спасибо за внимание. Спасибо, девочки. Инесса и София завершили наш небольшой марафон по защите наших проектов. Действительно было очень интересно. Краткость, как говорится, сестра таланта. Поэтому я пока не подвожу итоги. Я
хотел бы сказать спасибо за вот эту нашу часть, за вашу подготовку, за защиту. И мы сейчас видим, что была проделана большая работа не только сегодня, но и начиная с октября месяца. Ребята, которые приходили на занятия, они внимательно слушали, работали, общались, работали друг с другом в группах. И поэтому самое важное, наверное, сейчас сказать им слова спасибо и вручить сертификаты. Попросим нашу гостью. Попросим нашу гостью Резиду Рафитовну сделать это. Поэтому, ребята, сейчас вручаем, вы получаете сертификаты в вашу копилку портфолио. Микрофон обязательно, чтобы наши слушатели все это не только видели, но и слышали. Уважаемые студенты, сертификат участника за участие в проекте «Речевая безопасность вуза. Воспитательные и правовые аспекты» выдан Кулембетовой Алсу Разитовне. Костригина Наталья Евгеньевна. Зайнулина Дилара Ишатовна. Панина Инесса Артемовна. Хасанова София Рамилевна. Гизатуллина Алина Руслановна. Сагитова Азалия Ильясовна. Абраров Руслан Фаритович. Мухлисламов Илья Айдарович. Звездный час, не торопитесь, спокойненько. Поздравляю. Трофименко Анастасия Дмитриевна. Поздравляю. Мухамедшина Инзиля Инсафовна. Головачка Екатерина Васильевна. Поздравляю. Да. Скакова Александра Александровна. Поздравляю. Ахмадиева Динара Ильдусовна. Самая смелая у нас, одна выступает. Солдатенкова Анастасия Павловна. Поздравляю. Резида Рафитовна, спасибо большое. И Пару несколько слов. если да, вы конечно, позволите. Да. Уважаемые дорогие студенты,
Данное мероприятие и сам проект «Речевая безопасность вуза» является уникальным и первым в своем роде, который был реализован в нашем с вами родном Акмолинском университете. Финансировался он Фондом поддержки исламской науки, культуры и образования. Что хотела отметить? На сегодняшний день усилия государства и общества направлены на создание условий для самореализации талантливой студенческой молодежи и также на воспитание патриотического духа, на формирование гражданской ответственности и активности молодежи. Мы с вами, по сути, все вместе одна единая педагогическая семья, в руках которой будущее нашей страны. И, пользуясь случаем, я хочу сказать вам огромные слова благодарности за то, что вы сделали выбор в своей жизни и вступили вот в эту семью, поскольку я считаю, что это важнейшая миссия, которая лежит и сейчас лежит, и будет лежать на плечах учителей и преподавателей. Вот я хотела вас спросить, как вы думаете, какой будет учитель будущего? Какое будет образование, скажем, в 2050 году? У вас есть вот ответы на эти вопросы, хотя бы примерные? Хотя бы предположение. Предположение. Микрофон кому-нибудь дать? У кого какие мысли есть по этому поводу? У нас же пожалуйста. Каким будет учитель будущего? В 50-м году. Вам в это время жить, творить. Ладно, давайте. Таких четких пока предположений нет, но учитывая вообще сложившиеся обстоятельства, возможно, все обучение будет дистанционным. И учителю придется быть очень мобильным и обученным всем технологическим вот этим штучкам, и придется постоянно ориентироваться вот на движение технического мира и на развитие вообще именно таких технологий. Спасибо вам большое за ответ. Мнение мужчин. Да. Посмотрим, послушаем. Ну, я, конечно, не принадлежу к педагогической специальности, одна из редких непедагогических специальностей в нашем вузе, но я думаю, поскольку мы обучаемся в педагогическом университете, какими будут учителя будущего, вы можете просто посмотреть в этой аудитории. Оригинальный ответ. Спасибо, оригинальный ответ. Вы знаете, я скажу свое мнение. На мой взгляд, все-таки учитель будущего – это должен быть специалист в области управления восприятием. Вот то, чему вы как раз-таки, и, я думаю, частично получили знания, да, пока учились на этой программе. Уже сейчас учителю необходимо задуматься об этом, и я думаю, что это будут, скорее всего, собственные когнитивные навыки и в том числе умение развивать их как у себя, так и у ваших, скорее всего, обучающихся, то, с кем вы будете работать. На мой взгляд, все-таки учитель должен быть живым и психологически ориентированным. Вот я сегодня подошла и посмотрела ваши отзывы на эту программу и увидела такие вещи, написаны были, что вам не хватает психологии. Мы учтем на будущее. Вообще, спасибо вам за эти отзывы. Все мы учтем, потому что я думаю, что этот проект, он не единственный. И дальше мы ждем, если у вас есть предложение, ждем и от вас предложений в том числе. Мы бы очень хотели бы, чтобы это направление получило развитие. Вот. Рассчитываю, что будут и от вас тоже интересные проекты. А также, что эта работа все-таки привлечет широкое внимание к вопросам, которые волнуют сейчас современное студенчество. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в учебе. Вот. Конечно же, берегите себя. Спасибо большое. Спасибо, Резина Рафитовна. Продолжаем. Ребята, вот этот проект не был бы реализован без участия непосредственно, без подготовки ваших тренеров,
руководителей, наставников, очень много синонимов можно приводить, но тех преподавателей, которые вели вас в течение 2 месяцев. Поэтому, не затягивая время, я хотел бы сказать им огромное спасибо за тот труд. И надеюсь, что вот этот проект будет дальше реализован. Как? Ну, думаю, что на какой-то грант надо его рассчитывать и направлять от университета. А сейчас я бы хотел вручить благодарственные письма благодарности именно нашим преподавателям. Екатерина Алексеевна Плеханова. Юлия Сергеевна Фомина. Благодарственное письмо. Ну и руководитель проекта Елена Евгеньевна Хазимуллина. Коллеги, ребята, вот эти 2 месяца вас непосредственно за ручку вели ваши старшие наставники. Это наши коллеги, заместители директоров по воспитательной работе. Им тоже вручаются сертификаты, поэтому я приглашаю Рамиса Саматовича Ахтямова, Институт исторического правового социально-гуманитарного образования. И вручаю сертификат. Поскольку он человек молодой, тоже выглядит как студент, поэтому ему сертификат не помешает. И передаем Рамис Саматович. И передаем сертификаты тем ребятам, которые участвовали в течение 2 месяцев и сейчас, надеюсь, дистанционно нас слушают. Вручите им, хорошо? Спасибо. Кристина Валерьевна Иксанова, Институт физической культуры. Лилия Мунировна Софиуллина, естественно-графический факультет. Айгуль Фаридовна Фазлыева, Институт педагогики. Елена Павловна Жилко, просим вас, Елена Павловна. Она недавно вернулась на свою прежнюю должность, немножко отдохнула и снова стала заниматься воспитательной работой, уже объединенной. Поэтому, Елена Павловна, вам тоже огромное спасибо. Так, еще с факультетов у нас... Да. Поэтому передадим оставшиеся. Ну и, наверное, будет правильно еще раз предоставить, не еще раз, а предоставить слово нашим старшим товарищам, преподавателям, тренерам, чтобы они высказали свое мнение о ребятах и какие-то, может быть, задачи впереди поставили. Пожалуйста, кто? Я скажу несколько слов. Мне было очень приятно работать с вами целых 2 месяца. Разные были у нас мероприятия, разные были занятия. Вы то включались очень активно в работу, да, то, к сожалению, мы с вами встречались в ограниченных каких-то масштабах. Но тем не менее, я надеюсь, что этот проект поможет вам двигаться дальше. Он, в принципе, с этим и связан. Несмотря на то, что он называется речевая безопасность, он охватывает разные, получается, сферы. Да? Он связан и с областью социального, он связан и с областью воспитательной деятельности, да? И с образовательной деятельностью. Вот эта тема может стать проектом вашей научной деятельности, научной работы.
Очень многое сделано. И мне хотелось бы, чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы вот те вопросы, которые мы с вами рассматривали, да, они постоянно находили решение у вас, чтобы вы предлагали эти решения другим. И речевая безопасность, мы должны понимать, что это здорово. Это продвигает нас. Да? Получается, что мы учимся, и мы хотим учить этому других. И вне зависимости от того, вы учитесь на педагогической специальности и не педагогической, речевая безопасность должна стать таким руководством в жизни. Еще раз спасибо вам большое, мне было интересно вас слушать, доклады мне ваши знакомые, презентации тоже, но я взглянула на вас по-новому. Спасибо, было круто. Я хотела бы сказать несколько слов по поводу того, что вот сейчас здесь прозвучало, да, что психологии не хватает. Если хватает психологии, я призываю вас заняться этой научной работой. Я открыта для сотрудничества. Пожалуйста, меня вы знаете, с некоторыми из вас мы встречались на тренинге, и я жду вас. Формулируйте свои проблемы, какие вас интересуют, и подходите. Эту работу мы будем проводить. Теперь меня будет не только видно, но и слышно. Так, та проблема, которую Резеда Разифовна затронула, это наше будущее, заставила меня тоже задуматься, каким я вижу будущее. Мне хотелось бы, чтобы оно было прогрессивным, технически оснащенным, цивилизованным. И роль педагогов в нем, конечно, значительная. Вот мы возлагаем на вас надежды. Вот мы всех вас видим яркими, харизматичными, очень индивидуальными, образованными, несмотря на то, что вы первокурсники. И мы, конечно, немного волновались, какими будут ваши сегодняшние проекты. У вас все получилось. Это были глубокие, интересные сообщения. Я горжусь вами. Мне было очень приятно слушать вас. И я вижу, что проект завершается очень успешно. Что касается противодействия деструктивным явлениям, экстремизму, терроризму, это очень важная работа, но мы с вами обсуждали это и знаем, что мы сами ответственны, да, ведь за это будущее. Все общество несет ответственность за благосостояние. И социальная ответственность, она складывается из личной ответственности каждого из нас. Мне очень приятно, что вы выбрали эту профессию, сложную профессию. Именно на ваших плечах лежит ответственность за будущее. Я надеюсь, что вы не свернете с этого пути, вы получите наши дипломы, перейдете на ступень магистратуры, кто-то захочет заниматься наукой. И я желаю вам успехов на этом сложном поприще. Спасибо вам большое. Это было очень радостное событие, данный проект. Он впервые такой долгий у нас. Обычно с Юлией Сергеевной мы проводим какие-то разовые акции. Тренинги, конечно, студентам нравятся больше всего. К сожалению, мы были ограничены во времени проведения, и коронавирус, он тоже тут нам многое портил. Но в целом мы видим все, да, что деятельность наша была результативна. Я очень довольна этим, тем, особенно, что мы вместе с вами созидаем наше будущее. Спасибо. Спасибо, Елена Евгеньевна. И Айгуль Фаритовна хочет сказать несколько слов. Айгуль Фаритовна, замдекана Института педагогики. Что я хочу сказать? Когда я впервые услышала о том, что будет проводиться такой семинар «Речевая безопасность», я удивилась, я говорю, о, какое-то интересное название «Речевая безопасность». А потом по ходу дела, когда я стала слушать и слышать наших студентов, да, они начали говорить о том, что это практикоориентированный семинар, что было очень отрадно, что не было такой большой глубокой теории, а именно была практическая связь. Вот, поэтому я благодарна преподавателям, благодарна организаторам такого прекрасного, интересного проекта, то, что был реализован. Вот, и что хочется пожелать, чтобы, да, действительно почаще проводились такие мероприятия. Я уже, да, не отметила, и вы уже сказали, что он был довольно-таки
длительный по содержанию. Конечно, учитывая вот такую ситуацию. Поэтому дай бог, чтобы еще были такие встречи и были практикоориентированные занятия. Спасибо. Спасибо, Айгуль Фаритовна. Ребята, может, кто-то хочет несколько слов сказать? Можно и нужно, и в микрофон. Это Руслан. Здравствуйте еще раз. Я Руслан. Очень хотелось бы поблагодарить организаторов и тех, с кем мы работали. Мне очень понравилось все. Если это еще раз повторится, такой семинар, тренинг, я не знаю, как назвать это правильно. Если такая программа еще раз будет проводиться, я обязательно приму участие. Спасибо, Руслан. Пожалуйста. Так, меня зовут Анастасия. Я выступала с темой «Толерантность в поликультурном обществе». Я хочу поблагодарить всех, кто работал над данным проектом. Я хочу поблагодарить участников этого проекта, потому что я получила много опыта, много позитивных эмоций и узнала достаточно интересные вещи, которые буду применять на практике. Такими стали манипуляции, контрманипуляции и умение сбрасывать, например, напряжение, которое точно повисло в воздухе. Спасибо. Ну и Елена Евгеньевна тоже. Да, мне хочется сказать еще слова благодарности организаторам, кураторам этого проекта. Михаил Алексеевич Курунов, пожалуйста, начальник департамента воспитательной работы. Все его сотрудники, особенно Лира Рифовна, пожалуйста, приветствуем. Огромное спасибо. Альбина здесь нет сегодня? Альбина Азатовна, а ей тоже передайте, пожалуйста, слова нашей благодарности, потому что организация проекта лежала на их плечах, и все было организовано очень тщательно, хорошо продумано. Ну, вы сами видите, да, ведь без сучка, без задоринки проходит наше мероприятие. И самое главное, наша благодарность, конечно, фонду поддержки исламской науки, культуры и образования, без которой не состоялся бы этот проект. Или был бы, конечно, он мог бы быть реализован, но, наверное, более сложно и как-то кратко, наверное, да. Фонду спасибо. Спасибо. Ну что, ребята, будем завершать, да? Я долго говорить не буду, потому что все основные слова были сказаны. Наверное, скажу вот буквально 2-3 слова о том, что сейчас, вот то, что сейчас происходит, это искренне от души и действительно есть результат роста вашего за 2 месяца. Если за 2 месяца вы так выросли, вы так познали много нового, вы так по-другому стали относиться, то что будет через 4 года, когда вы закончите? Вы будете уже настоящими профессионалами. Поэтому спасибо вам огромное. Вы молодцы. Ну и всем дальнейших успехов. И самое главное – здоровья. Спасибо, ребята.